совершенно не был по профессии композитора, он был выдающимся химиком. Музыка была его хобби. Вот. И поскольку он был представителем знаменитой легендарной рабочей почты, они так очень активно ратовали за создание национальной оперы, продолжить ту линию, которую задал Михаил Иванович Глинка, основоположник русской музыки, то Александр Порфирьевич Бородин свой выбор остановил именно на этом историческом персонаже, и в основу этой оперы лег шедевр древнерусской литературы «Слово о полку Игоря». Да, спасибо большое. Но Бородин, как настоящий художник, он переосмысливает этот памятник. Дело в том, что в первоисточнике князь Игорь показан как довольно слабый лидер, слабый воин, а вот Бородин создает образ совершенно другого героя, совершенно другого князя, совершенно другого воина и совершенно другого мужа. И вот как раз-таки в